Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина. Сегодня мы погадаем на очень интересную тему финансы. Ждет ли вас финансовое благополучие в ближайшие 3 месяца? И это будет небольшой расклад на японском тарочи. У нас с вами будет 3 позиции. Первая карта покажет, как работает сейчас ваш денежный канал. Вот, как это видят высшие силы, да. Ну, а дальше мы уже будем с вами смотреть на 3 месяца ваши будущие финансовые возможности. Это вторая карта. И третья – это финансовое благополучие. Достигнете ли вы его в ближайшие 3 месяца, да. Эта колода такая очень большая размером. Она в руку не помещается. Поэтому мы с вами вот так ее перемешиваем. Но в любом случае это очень хорошая колода. Я думаю, что вам понравится. Итак, первая карта покажет ваше текущее финансовое положение. Так, это одна карта. Они просто такие плотные, эти карты, что я даже растерялась, что думала, что 2 взяла. Итак, текущее финансовое положение. Как работает ваш денежный канал сейчас? Вам нужно выбрать 1, 2 или 3 позиции, в зависимости от того, насколько вы хотите раскрыть для себя тему. Итак, раскладываем наши сердечки. Первая, вторая, третья. Ждет ли вас финансовое благополучие в ближайшие 3 месяца? И надеюсь, что вы выбрали, определились. И мы убираем последние 2 позиции в сторону. Первое сердечко розовое у нас. И первая карта – это как работает ваш денежный канал. Есть ли у вас сейчас хорошее финансовое положение. Или просто смотрим текущую финансовую ситуацию. И это у нас королева мечей. Вы знаете, королева мечей – это такая карта, да, она показывает строгость. То есть, в принципе, по этой карте человек не может быть совсем без денег, да. То есть, это не бедный человек, там, не окончательно бедный, не разрушивший свои финансы. У человека должна быть профессия. Если профессия есть, человек может работать и зарабатывать деньги. Но, с другой стороны, ситуация ваша сегодняшняя требует от вас дисциплины, самовоспитания, да, постоянного, может быть, какого-то воздержания, строгости. Или на вашу ситуацию финансовую негативно влияет какая-то женщина. Ну, даже это может быть негатив на денежном канале с помощью некой женщины, очень злой женщины. То есть, с одной стороны, если вы сами королева мечей, да, неважно, мужчина вы или женщина, но в плане финансов, то вы должны быть человек с профессией, тот, кто может взять себя в руки и зарабатывать. Но если мы эту карту смотрим как диагностика финансового канала и влияние на финансовый канал, то это скорее сложная ситуация. Ситуация, где есть вред. И могут быть, не знаю, там, скользкие какие-то люди рядом. Вы могли быть обмануты. Кто-то втянул вас, может быть, даже в аферу. Может, это связано с некой женщиной. Карта показывает то, что человек был доверчивым в финансовых вопросах, его обманули. Нужно взять дела под контроль, взять себя в руки. Ну, то есть тогда нужна самодисциплина, да. И вот в плане магии, конечно, могут навести черную магию. Вы можете быть под угрозой даже того, что вы лишаетесь денег, там, не знаю, жилья. Или попадаете в очень сложную жизненную ситуацию, бедственное, может быть, какое-то положение, да, в какие-то неприятные обстоятельства, но из-за чьей-то черной магии, из-за чьих-то проделок сейчас в жизни вот так. То есть эта карта, она такая двоякая. Вот. Давайте посмотрим ваши финансовые возможности в ближайшие 3 месяца. Ваши финансовые возможности в ближайшие 3 месяца.
Так, мы здесь видим с вами силу. Ну, кстати, карта-то ведь неплохая, да? Неплохая. Ну, как будто вам придется совершить что-то невозможное, с одной-то стороны. Но опять же, вы берете себя в руки, вот это и есть ваша финансовая возможность, чтобы работать, чтобы взять себя в руки, чтобы что-то делать, чтобы были деньги. Вот это не просто так даются деньги человеку, не с ровного места. Нужно победить врага, да, победить темные силы и работать, работать, работать. И в ближайшие 3 месяца вот такие именно финансовые перспективы заработать деньги. В этом вся суть, да. То есть карта показывает, что деньги не просто так даются в ближайшие 3 месяца, а только благодаря труду, развитию, силы воли, характеру там. И нужно пахать, и нужно что-то делать. Нужно применить все свои там полезные навыки, да, на практике, все свои усилия, чтобы у вас были деньги. Но и перспективы очень хорошие. Добьетесь ли вы в течение 3 месяцев финансового благополучия какого-то, да? Здесь у нас, к сожалению, вышла карта башня. Башня, она показывает кардинальные перемены. То есть человек может менять работу, отказываться от одной работы, уходить, переезжать, да. И, конечно, это не говорит о финансовом благополучии, потому что если идет перемена работы, опять придется ждать там первых денег и все такое прочее. То есть это нужно опять время, чтобы себе же адаптироваться. И, возможно, в ближайшие 3 месяца вас как раз ждет какая-то кардинальная перемена в плане финансов. Будьте очень внимательны и осторожны. Также карта показывает иногда какой-то дом. То есть башня — это не только смена работы, да, это еще дом, строение может быть. Например, вы можете в ближайшие 3 месяца продать дом и купить другой дом. Продать квартиру, купить другую квартиру или другое жилье. Карта может говорить о том, что вы переезжаете в плане вот именно смены имущества, смены жилья. И, соответственно, это несет уже за собой свои последствия. То есть вам нужно пережить переезд, трудности, связанные с переездом. Поэтому башня и падает. Давайте ее возьмем и уточним, чтобы было интересней, да, чтобы было понятней для нас. Чтобы было понятней. И здесь мы видим с вами 5 жезлов. И вот такую вот очаровательную птицу. Извиняюсь, 9 жезлов. Неправильно сказала. Или это 6? Так, давайте считать. Я неправильно сказала совсем. 6, конечно. Вот же 6 здесь. Внизу надо смотреть. Просто видите, я смотрю сюда, а тут 9. Жезлы считаю. Почему-то мне сначала посчиталось 5. Нет, это жезлы. 6 жезлов. Это у нас. Видите, колода, я ей не пользовалась. Она, впервые за долгое время я ее взяла в руки, да, то есть длительное время я вообще ей не пользовалась. И, конечно, некоторые карты я так с первого раза не узнаю, да. Карта показывает победу, карта показывает прорыв в жизни, и значит, вы, скорее всего, будете либо переезжать и менять на что-то более лучшее, значит, все-таки вас ждет финансовый успех. Сначала я подумала, что борьба, да, но нет. Опять же, 6 жезлов, она и подразумевает какое-то соревнование, какую-то борьбу, но с победой обязательно. Может быть, и будете бороться, да, все-таки башня, все-таки активный период, но за 3 месяца у вас могут быть результаты в виде победы именно. Но очень похоже на переезд, смену работы или просто кардинальная смена работы идет, где вы там с одного офиса забрали свои все вещи, переехали там в другой офис или в другую, на другое рабочее место. И поэтому карта-то и показывает, что вы выйдете победителем из этой ситуации, вы поправите финансовое положение, но с помощью перемен. Вот так. Вот такой ответ у нас по первой позиции получился. А мы идем дальше. Позиции номер 2.
Финансовые перспективы. Смотрим, ждет ли вас финансовый успех через 3 месяца или в течение 3 месяцев. Первая карта показывает ваше текущее состояние финансов. Это суд. Интересная карта. Показывает возрождение всегда. Мы видим здесь чудеса, да? Чудеса какие происходят. Но тут еще у нас японский фольклор. Поэтому это еще интереснее получается. Однако, конечно, карта показывает, что сейчас ваш денежный канал работает, возрождается после какой-то трудной ситуации или после периода неудачи или кармических проблем. Или негатива, да, после периода длительного негатива на ваш денежный канал. Карта, с одной стороны, напряженная, а с другой стороны, человек по ней может побеждать, да, возрождаться, может что-то кардинально менять, допустим, место пребывания или работу, или тактику в работе, даже уезжать в другую страну, начинать что-то с нуля, ну или начинать бизнес, работу с нуля, там, менять кардинально профессию даже. Но эта карта, она действительно говорит о том, что вы прошли какие-то тяжелые испытания, трудности, проблемы, а сейчас период пожинать плоды и получать за это награду. То есть как-то восстанавливать свой денежный канал, возрождать свои финансы. Понимаете? Хорошо. Давайте посмотрим ваши финансовые перспективы в течение 3 месяцев. Есть ли они вообще? И здесь мы видим рыцаря жезлов. Это очень хорошая карта в плане финансовых перспектив. То есть мы понимаем, что у вас при наличии каких-то действий, да, идут хорошие результаты и возможности за эти 3 месяца. То есть мы понимаем, что вы можете, вот у вас есть такая реальная как возможность, шанс, да, достигнуть финансового благополучия даже за 3 месяца. Мне нравится рыцарь жезлов тем, что он очень напористый, инициативный. Идут перемены в течение 3 месяцев. Могут быть варианты хорошие работы, бизнеса, особенно по сравнению с текущей ситуацией. Что-то может так меняться, что вы начинаете чувствовать себя на коне и понимать, куда вам двигаться, как действовать, что делать. С другой стороны, эти обе карты какие-то могут перемены показывать в месте жительства, в смене деятельности. То есть готовьтесь к тому, что вам что-то нужно менять. Это значит все равно, что вы должны это пережить, понимаете? Ну и какой финансовый результат-то, да? То есть, а достигнете ли вы финансового благополучия за 3 месяца? И здесь у нас вышла карта двойка мечей. Двойка мечей показывает, что это будет промежуточный результат. Это еще не достижение финансового благополучия, но вы будете идти в эту сторону. Но также двойка мечей – это с кем-то сотрудничество. Особенно в этой колоде. Это с кем-то, не знаю, даже или перемирие, или объединение сил с каким-то человеком. Опять же, это спокойствие, это равновесие. То есть более выравнивается финансовое положение за 3 месяца. Но как будто идет с кем-то сотрудничество. Вам легче сотрудничать, чем быть одному. Можете оформлять какие-то документы, связанные с деньгами. Но будьте внимательны и тщательно анализируйте любые документы, которые вы подписываете, потому что могут быть подводные камни. С другой же стороны, карты неплохие, и они показывают, что в будущем, после 3 месяцев, вы можете достигнуть финансового благополучия. А по итогу 3 месяцев вы так скажете, что хорошо поработали и присоединились к какой-то или команде, или человеку, чтобы дальше работать и сотрудничать, и в жизни, чтобы все у вас получалось. Ну, вот такой ответ у нас по 2 позиции. А мы идем дальше, к позиции номер 3. Достигнете ли вы за 3 месяца финансового благополучия? Здесь у нас прозрачное сердечко и первая карта состояния вашего денежного канала на сегодняшний день или, как текущее состояние финансов, да? Здесь мы видим туз мечей.
Туз мечей — это карта иногда новостей, документов каких-то, которые, ну, вот только пришли, например, или должны прийти. То есть вы принимаете сейчас в жизни некое решение по поводу финансов. И, возможно, даже вам сложно определиться, принять это решение, или ожидаете действительно подтверждения каких-то бумаг или решения с чьей-то стороны. Карта показывает хороший денежный канал, который работает, и у вас есть энергия победителя. Но вы должны принимать решение, потому что если вы примете окончательное решение, вы будете знать, куда идти. У вас сейчас есть возможность улучшить качество вашей жизни, но при этом нужно принять вызов, да, то есть стараться действовать, работать, вот. Может быть, что-то начинать такое важное. Но карта хорошая. Я бы не сказала, что у вас есть, допустим, негатив там на денежном канале или что-то в этом духе. Нет. Скорее, эта карта показывает хорошую логику, здравый смысл человека, умственные способности, что может привести его к успеху, да. Хорошо, давайте посмотрим ваши финансовые перспективы и возможности в ближайшие 3 месяца. А вот здесь мы видим с вами 10 мечей, которая показывает, что что-то нужно заканчивать и начинать другое. Вот начинать что-то с чистого листа. Карта буквально может говорить о том, что вы будете менять или должность на работе, или работу, или бизнес. Вы решите что-то менять кардинально, может, тактику свою в жизни. Разрушить одно, построить другое. Карта показывает, что иногда могут быть вам, может вам быть страшновато. Допустим, вы захотите сэкономить деньги и накопить их на какую-то вещь или там недвижимость или машину. И может быть сложно из-за того, что вы экономите. Также карта показывает переезд, ремонт, что вытряхивает с вас крупные суммы, что является тоже несколько кризисным. Но знаете, что эта карта, она говорит именно о кардинальных переменах. Если человек в этих переменах находится, то когда-то эти перемены заканчиваются, и в итоге все восстанавливается, да. Ну, может быть, действительно, вы ждете принятия решения, чтобы начать новую главу в своей жизни. Поэтому и идет 10 мечей. Начать эту главу, да? Хорошо. Добьетесь ли вы финансового успеха за 3 месяца? И здесь вышла императрица, которая показывает однозначно «да». Эта карта действительно из всех 3 позиций самая лучшая по итогу. Почему? Потому что она действительно показывает хороший, процветающий финансовый результат. Поэтому вот именно по 3 позиции человек может добиться всего-всего, да, ну, улучшения финансового положения однозначно. Эта карта мне нравится. Она говорит, что вы придете к благополучию. Но для того, чтобы прийти к благополучию, еще раз повторю, нужно что-то закончить и начать что-то другое. Вообще, когда мы видим императрицу, мы понимаем, что вы придете именно к финансовой стабильности и к тому, чтобы вы разумно использовали ваши материальные ресурсы, которые у вас будут в достатке иметься. Вы будете благополучны, у вас ваше состояние материальное будет расти, и ваши возможности будут только увеличиваться, доходы увеличиваться в будущем. Вы стабилизируете даже свои домашние финансы, то есть не только свои личные, но и семейные. И карта даже иногда показывает, что вы обретаете хороший, уютный, благоустроенный дом, комфорт физический, изобилие, все необходимое для жизни и не только, даже как роскошь, богатство. Но, опять же, это может играть роль какая-то женщина, как бы. То есть, и это тоже нужно учитывать вами. Но карта очень прекрасная, и это старший аркан, поэтому для женщины, кстати, указание, что это может быть она, да, что вы, там, не знаю, в семье, у вас мужчина еще зарабатывает плюсом, например, может, за счет мужчины привлекаете богатство. Ну, а для мужчины, может, какая-то женщина повлияет на вас как стимулятор, и вы начнете хорошо, благополучно зарабатывать, что-то кардинально поменяв за эти 3 месяца, да, и уже придет финансовое благополучие в будущем.
Ну, такой вот интересный ответ получился у нас с вами по третьей позиции. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.